было ли Крымское ханство вассалом Османской империи? Восток-Запад, да, эта проблема, как всегда, у нас была актуальна в то время. Да. При Крымском ханстве многие произведения писались под заказ. Это своего рода такое пропагандистское произведение, в хорошем смысле этого слова. Они могли участвовать в культурном процессе и в то же время быть воинами. Я думаю, все-таки это миф о вассалитете, поскольку как такового вассальных взаимоотношений у Крымского ханства между Османской империей не было. Салям алейкум. Это новый выпуск проекта «Меркес Плюс». Сегодня мы попытаемся найти ответ на вопрос, было ли Крымское ханство вассалом Османской империи. Мы поговорим об истории и дипломатии Крымского ханства, а также о литературе. В нашем выпуске кандидат филологических наук Рифат Бей Абдуджемилев. Рифат Бей, я не могу сказать, что я познакомилась со всеми вашими работами, но мне удалось ознакомиться с вашей монографией, великолепная работа. Я познакомилась с некоторыми вашими статьями, научными статьями по истории дипломатии, по этнониму, и даже известий анонимного автора, и такие тоже, оказывается, бывают. У меня возник абсолютно очевидный, на первый взгляд, вопрос, много ли таких материалов, много ли таких памятников, в общем-то, письменной культуры, художественной литературы, так сказать, да, того периода Крымского ханства у нас сохранилось, и самое главное, доступны ли они для нас? Ну, на сегодняшний день определенное количество таких произведений и таких источников сохранилось. Они есть. Ну, как известно, выделяют письменные и устные источники. Устные источники, к устным источникам относятся фольклорный материал, это прежде всего дестан, эпосы, масаллар, ерлар, туркулер и другие источники. А к письменным все-таки относятся это зафиксированные свидетельства определенных лиц. И как бы в плане историческом письменные источники намного более представляют ценность более, да, в этом плане. И они отражают личные свидетельства как авторов. В них зафиксированы какие-то исторические события, даты, эпохи, персоналии. И эти источники на сегодняшний день они сохранились. Но если говорить о чисто литературных произведениях, носящих художественную ценность, их, конечно, менее в этом плане. Но, тем не менее, поэтических произведений большое количество на сегодняшний день. Есть большое количество стихотворений крымских ханов, представителей ханской элиты, ханского двора. Также есть религиозные произведения. Если говорить о прозаических произведениях исторического характера, то их порядка, наверное, десятков единиц сохранилось, и они разбросаны по всему миру в различных коллекциях, в различных музеях, фондах библиотек. Это и в европейских библиотеках, это и в библиотеках других стран. Они ценны в том плане, что они отражают историю такой, какая она была. Историю, конечно, были моменты и отражений, есть и вымысел в них определенный. Субъективная оценка, да. Это в зависимости от того, какой автор и как отражал события. Это не избежать. Это не избежать, да. Но, тем не менее, понимание истории средневекового человека и понимание истории современное понимание истории разнятся немного, потому что мы сегодня привыкли рассматривать историю как какую-то гуманитарную науку, грубо говоря, но в средневековом обществе история рассматривалась как какой-то процесс отражения событий. Это как сводка каких-то событий, и оно... Летописи, да. Она носила ежедневный характер. В то время не было, как сегодня принято говорить, газет, и вот эти произведения, хроники, исторические сочинения, они выполняли вот эту роль отражения именно тех событий того времени. А где в основном сосредоточены эти материалы? То есть насколько наши руки дотягиваются до этих важных письменных источников? Эти материалы сосредоточены, как я уже говорил, в коллекциях различных библиотек и музеев. Я территориально имею в виду. Территориально? Да. Территориально это европейские страны, это Германия, Швеция, Дания. Шведский архив очень богатый на крымско-татарские источники. Это именно дипломатическая переписка Крымского ханства. В Германии, например, есть источники
отражающий исторические события времен ханов, ну, ханского времени. И это прежде всего можно, например, упомянуть такой источник, как Тарих Саид Герай. Это автобиографические заметки крымского султана Саид Герая. Они характеризуют ученую знать Крымского ханства не только на территории Крымского полуострова, но и за пределами Крымского полуострова. Это и ногайские ученые, буджакские ученые, ученые, которые внесли вклад в науку, в образование в Крымском ханстве. Ну, территориально, конечно, в Турции большое количество таких источников. В Турции сформировалась особая школа, исследователи, которые изучают эти источники, они работают над транслитерацией этих источников, переводами этих источников, публикаций и подготовкой вообще рукописных материалов этих источников. Также большое количество этих источников на территории Российской Федерации есть. Это в Москве, в Санкт-Петербурге, в Российской национальной библиотеке, Российской государственной библиотеке имеются такие источники. И в Эрмитаже также есть определенная часть таких источников, отражающих историю Крыма. Рифат Бей, ваша статья о сборнике известий анонимного автора, в котором, по сути, описывается определенный период истории Крымского ханства и, самое главное, интересное взаимоотношение с Османской империей. Много ли в вашей практике попадалось таких материалов, где, ну, во-первых, анонимный источник, а во-вторых, насколько я понимаю из вашей статьи, это такой гибрид жанров, да, там и летопись, и литература, и такая историография, да? То есть почему вас он заинтересовал, этот письменный источник? Меня заинтересовал этот источник, поскольку он долгое время был не исследован. И впервые его опубликовал Василий Дмитриевич Смирнов, востоковед. Он опубликовал, и неизвестно было, кто автор этого произведения, поэтому он так и озаглавлен анонимного авторства. Почему именно анонимного авторства? Поскольку, видимо, автор в свое время, может быть, не хотел говорить о своей персоне. Но в то время была такая традиция, многие авторы преуменьшали свою значимость. И они использовали такую даже фразу, как «бухакир и факир», то есть сей ничтожный и презренный автор. То есть, ну, человек. Здесь про скромность, а не про безопасность. Это, да? кстати говоря, тоже такой художественный прием литота. Вот есть гипербола, преувеличение, а это преуменьшение. Они преуменьшали свою скромность. То есть это скромность, это нежелание говорить о себе, заявлять о себе, а просто показывать свою работу. И, возможно, есть и несколько других версий, что этот автор был неизвестен, и поэтому сложно было определить. Но известно, что автор этого произведения был приближенным человеком к османской администрации, он в высших кругах Османской империи был. Возможно, он был дефтердаром, это казначеем, возможно, был катибом, секретарем какого-то учреждения. И он написал это произведение. И здесь, как вы уже отметили, это компиляция различных жанров, это и известия, это и сообщения, это и международная дипломатия, это и переплетение, и различные даже есть анекдотического характера рассказы, то есть высмеивание, скажем так, ироническое. Сатира, политическая. Да. Политическая сатира своего времени, да. И все это переплелось в одном произведении, и именно это меня привлекло. Но это произведение, оно выполнено из парижского списка, есть парижский список, он намного более полнее, а тот же материал, который издан Смирновым, он имеет много неточностей, пробелов и нехватка, и некоторых неизвестные слова, которые он не смог как бы доподлинно обнаружить, что они означали. И этот материал, он ценен в этом плане, он отражает взаимоотношения Османской империи с европейскими странами, это прежде всего с Францией, взаимоотношения Османской империи с Россией, взаимоотношения Крыма с Османской империей и с Россией, и с европейскими государствами. То есть глобальная геополитика здесь хорошо отражена в этом произведении. Давайте обозначим, о каком периоде идет речь в этом произведении. Это произведение охватывает период XVIII века. Это приблизительно 1764 где-то такие года. Это период Екатерининской русско-турецкой войны, когда были взаимоотношения такие натянутые между двумя государствами. И
происходили военные баталии, столкновения, и Крым непосредственно участвовал в этих как бы событиях. Крым являлся... Но основное внимание в этом сочинении уделено Крымскому ханству, по мнению того же Смирнова, который отмечает, что Крымское ханство здесь наиболее как бы, является главным объектом взора этого автора, который описывал это произведение. Здесь описан внутренний быт Крымского ханства, внутреннее устройство Крымского ханства, ну и то, как ханство, государство крымско-татарское, как бы, какую роль оно играло вот во всей геополитической системе. А есть ли какие-то у вас предпосылки, догадки, почему именно в тот момент возник этот анонимный документ? Не, ну анонимные документы, они, может, я думаю, что они были и ранее. Как бы, есть, к примеру, например, есть еще анонимные произведения, краткая история крымских ханов. Тоже автор анонимного происхождения, но многие исследователи считают, что это такой автор, как Хуреми Челеби Акай, который происходил из Крыма, и он сочинил это произведение. Но, тем не менее, авторство как бы не указано в этом произведении. И я думаю, что возможно, автор... Почему именно в этот период возникло такое сочинение? Поскольку каждое сочинение, оно отражает дух времени, дух эпохи, когда какие-то события происходили глобального характера, то есть это тектонического характера, можно сказать, и которые отражали. И вот в тот период Крымское ханство находилось на перипетии различных, как сказать, геополитических путей. Как обычно. Как обычно, да. То есть Крымское ханство стояло между выбором о существовании, стремиться ли к взаимоотношениям, добрым взаимоотношениям с европейскими государствами, или все-таки или смотреть на Восток. Восток-Запад. Восток-Запад, да. Эта проблема, как всегда, у нас была актуальна и в то время, да. Давайте сразу оговоримся, чтобы для наших зрителей было понятно, что мы сейчас обсуждаем период 16-18 века. Да? Это период, когда мир уже, ну, по большому счету, увлекался поэзией Петрарки. Это время, когда уже ставились постановки Шекспира. Это время, когда Испания в лице Сервантеса подарила миру Дон Кихота. Что происходило у нас в это время? У нас в это время также был литературный процесс бурно развивался, создавались, ну, можно сказать, шедевры тоже, как и не менее значимые, чем европейские произведения, они тоже ценны в своем отношении. И вот когда мы говорим о европейских авторах, конечно, они у всех на слуху. И вот на слуху, например, авторы такие мусульманского мира, как Алишер Наваи и другие, Фердауси, Низами Ганджеви. А в крымско-татарской литературе, конечно, были и свои... Мастодонты. Мастодонты, да, мастеры пера, как их называли в свое время Калем ве Калыч Саибы, то есть владетель пера и меча. Это такое образное выражение метафорическое, которое характеризовало их. То есть они были разносторонними людьми, эти ханы. Они писали, они могли участвовать в культурном процессе и в то же время быть воинами, храбрыми воинами, которые участвовали в военных кампаниях. И, ну, к примеру, я могу сказать, что в крымско-татарской литературе, классическая крымско-татарская литература представлена прекрасными образцами поэзии. Например, в Ханском дворце мы видим большое количество поэтических эпитафий, которые сохранились при входе там, в определенные комнаты Ханского дворца. Мы видим на Ханском кладбище много стихотворений, посвященных ханам и членам их семей. Мы видим стихотворения, написанные на фонтанах Чешмеле ханами и другими представителями крымско-татарского двора. И все эти произведения, да, они, конечно, они настолько значимы, что они отразили культуру крымских татар, обогащенную, богатую, вобравшую в себя
различные элементы других культур. Тут можно сказать и об османской культуре, о персидской культуре, которая также отразилась на крымско-татарской культуре. И все эти произведения, они настолько впечатляют, когда их читаешь, что действительно, когда ты их читаешь в оригинале, не в переводе, а именно в оригинале, потому что язык произведений настолько метафоричен, красочен, богат, и он характеризует его как художественные шедевры, которые важны для читателей, и которые передают эмоции, определенные эмоции, как... И для читателей он проживает эти эмоции, читая эти произведения вместе с автором. Вы говорили очень много о метафорах и гиперболах. Есть возможность привести, то есть насколько был глубок, разнообразен и, скажем так, в высоком стиле крымско-татарское произведение в том периоде? То есть есть какие-то яркие примеры, которые вам вот прям запали в душу, что называется? Есть немало таких примеров, и они очень такие иллюстративные, скажем, метафоры. Ну, часто встречаемые практически не только даже в этой хронике, а и в других хрониках. Это ветроногие татары. Часто встречается, это татар Сабар Рефтар Аскера. То есть насколько эта метафора демонстрирует, насколько крымские ханы были мобильны, быстро передвигались войска, ну и их войска, я имею в виду, крымско-татарское войско. Есть и другие метафоры о том, что, вот, например, в другом произведении, это не в этом произведении, это в хронике Сахиб-Гира есть метафора о том, что солнце подняло голову из-под горы Каф. Кунеш Каф тағындан башыны қалдырып. Солнце подняло голову. Солнце подняло голову. Насколько природные, так скажем, метафоры есть. Есть много сравнений. Есть сравнение с чем, с кем? Сравнение. Вот, например, крымский визирь Сефер Гази-ага, известный визирь, меценат, который строил занимался благотворительностью, строил сооружения. Он обозначен как Асаф и Тедбер визирь. То есть предприимчивый, как Асеф. Асеф – это такой был визирь пророка Сулеймана. И вот он с ним сравнивается. То есть он был настолько трудолюбивый, принимал решения, ответственно подходил к своим делам. То есть вот такие вот визири. Жанровое разнообразие. Насколько мы были в контексте всего того, что происходило географически и политически, скажем так, да, вокруг нас? Ну, в плане жанрового разнообразия, конечно, если говорить о прозе, исторической прозе крымских татар, довольно много жанров уже можно отметить здесь. Это такие произведения, как Тарих, Таварих, это исключительно исторические произведения о событиях. Вакаи Наме, Вакаи – это о событиях, каких-то происшествиях, случаях. Произведения жанра ахбар – это извещение, события. Тоже это на основе произведений мусульманской литературы. И можно, если в поэтическом плане, конечно, поэзия, она очень богата у крымских татар ханского периода. Это и газели, и касиды, и рубаи, и семаи, и кошма. Ну, там большое количество этих произведений, терминологии как бы здесь. И форм. Да, и форм этих произведений. В жанрном плане также богата религиозная литература, это суфийская литература. Здесь также, к примеру, Иляхи Лер, мы говорим религиозное песнопение, это тоже один из жанров, форм литературных произведений. Если говорить о дипломатической переписке Крымского ханства, здесь большое количество сохранилось документов, ярлыков. Это повелений, письменных указов, которые высылались от субъектов, которые имели высший статус, к субъектам, которые по статусу ниже. И они носили обязательный характер, они скреплялись так называемой пайдзой, она шла с золотоордынских времен. Это такой символ, табличка с надписью, которая указывала, что это символ власти, что благодаря, что это ярлык имел силу власти. А вот с этого момента поподробнее, если можно. Мы принимали ярлыки, мы отправляли ярлыки. Что? То есть наш статус в это время, то есть в каком статусе мы находились? Ну, если говорить о ярлыках, административном. да,
Это ярлыки, это золотоордынская традиция, это вообще это чингизидская, можно сказать, традиция. Она шла еще с тех времен, и она сохранилась в Крымском ханстве. Это как преемственная традиция сохранилась. И ярлыки, они свидетельствуют о том, что крымские ханы имели довольно-таки высокий статус, как в геополитическом плане, так и вообще как они как субъект геополитики. А также они свидетельствуют о том, что, ну и различают ярлыки как тарханные, это так ярлыки, которые давали льготы на право владения землей. В Крымском архиве, в Крымском архиве сохранилось довольно-таки большое количество таких материалов, именно тарханных ярлыков. Это они выдавались мужам-беям на владение определенными землями, территориями. И есть дипломатические ярлыки, дипломатическая переписка. Это они высылались крымскими ханами к московскому государству, к Речи Посполитой, к Швеции, Дании и другим государствам. И они также свидетельствуют о статусности Крымского ханства. Были так называемые хатты. Это обычные письма. Они не носили характер ярлыков, но тем не менее они подкрепляли то, что было написано ярлыками. Если, например, отправлялся ярлык от хана, вслед за ним отправлялся ярлык от Калги султана, это второго лица Крымского ханства, то есть брата хана. А вслед за ярлыком Калги султана отправлялся ярлык Нуреддина султана. И если были какие-то проблемные моменты, недопонимания между субъектами взаимоотношений, дополнительно отправлялись ярлыки визири или хан-агалар, ханских высших слуг. И они отправлялись, и там уточнялись некоторые моменты, которые разъяснялись, которые были не оговорены в ярлыках. И я бы еще хотел бы подметить, вот касательно дипломатии. Дипломатия Крымского ханства – это очень интересный момент в нашей истории, которая как бы не раскрыта еще. Ну да, то есть мы привыкли думать, что вся дипломатия происходила где-то в Османской империи в Турции, в сегодняшней, а мы там где-то на периферии. На периферии, да. И вот говоря о дипломатии, вот когда прибывали послы, например, из московского государства, из княжества московского, они в первую очередь они прибывали к крымскому хану в Бахчисарай, в ханский дворец. И у них там был специальный зал аудиенции, который назывался Корунуш-хане, Корунуш. И там проводили аудиенцию, прием посла, прием подарков, прием писем от другой стороны. Целая процессия, да. И одаривание там различными подарками, кафтанами там, или пушниной там было. И вслед за дворцом хана посол направлялся опять-таки в дворец Калги султана. И в свою очередь следующий был дворец Нуреддин султана. Дворец Калги султана, как известно, находился в Акмесджит-Сарай, а Калги султана это находился в различных Бахчисарайском районе, это было где-то в районе Качи-Сарай назывался. И там также проходила своя церемония приема посла и вот обмена дипломатическими посылками. Вернемся к нашему литературному разнообразию. У нас было интервью с Шевкетом Кишфетдиновым, и мы очень много говорили о литературной традиции. Понятно, что она была прервана вот всеми этими и объективными обстоятельствами, и субъективными обстоятельствами. Что мы можем сегодня сказать о нашей литературной традиции? В каком она виде? Я даже не знаю, можно ли говорить, дошла до нас, да? Насколько мы потеряли вот эту вот тонкую нить литературы. То есть, возможно ли она в каком-то перерожденном своем виде, форме? Действительно, преемственность она была потеряна, как вы уже сказали, вот, субъективными и объективными причинами. Я согласен с мнением Шевкета Кишфетдинова. Да. Действительно, так оно было, но она долгое время, например, после 1783 года уже как бы наша литература уже находилась в упадке, уже не было никаких литературных произведений. Целый век практически до появления Исмаила Гаспринского, до 1883 года у нас не было ни особо, если значимых. были значимых произведений, то одно-два произведения, может быть, и было, а так значимых таких произведений не было. И эта преемственность была утеряна. И то, что было создано в Крымское ханство, это, как я уже говорил, действительно шедевральные произведения, которые
не менее значимы по силе и по искусству слова были, чем в других мусульманских странах, и не только мусульманских странах. Они были утеряны, и вот эта традиция написания произведений исторического характера, традиция написаний религиозных произведений, традиция написаний вообще традиция создания художественного образа, она уже как бы утратила свой как бы первоначальный смысл и немного уже пошла эпоха угасания произведений, угасала литература. И я хочу сказать, что да, если все эти произведения, они хорошо, что сохранились вот эта часть произведений, которая сегодня известна, а на основе этих произведений мы можем составлять целую картину того, что было при Крымском ханстве, что было до Крымского ханства. Но, тем не менее, это то, что было утрачено, необходимо находить и собирать по крупицам, я думаю. Вы сейчас сказали, что утеряна традиция художественного образа, да, формирования этого художественного. Если сравнивать, понятно, что мы с сегодняшним днем абсолютно нет никаких оснований для сравнения. Если сравнивать период Исмаила Гаспринского литература, да, вот этот вот потерянный век, что называется, между тем, что было в Крымском ханстве, и тем, что было возрождена эта традиция Исмаилом Гаспринским, насколько отличались метафоричность, художественный образ, язык изложения? То есть как он уже за практически 100 лет изменилась, эта традиция литературная? Ну, эта традиция начала как бы более... Во времена уже Исмаила Гаспринского в крымско-татарский язык начало вливаться много других слов с других языков. Это из русского языка, из европейских языков. Но, тем не менее, Исмаил Гаспринский, он пытался сохранить то, что было при той традиции, что развивалось при Крымском ханстве. И в некоторых моментах его газета «Терджиман», на страницах которой он публиковал и свои произведения, и вообще публиковались произведения крымско-татарских авторов других, они были написаны многие на османском языке, что характерно и для Крымского ханства. То есть язык как бы сохранился, но тем не менее он деформировался. Это было искажение языка, много новых вливаний в язык, то есть чистота языка немного была уже утеряна, но тем не менее все равно она сохранялась. Я не говорю уже о более последующих периодах, это уже при советской власти, при другие периоды, когда уже язык полностью как бы начал деформироваться, искажаться, и вообще литература, она стала другой. Если говорить о Крымском ханстве, при Крымском ханстве многие произведения писались под заказ. Например, кстати, вы упоминали хронику Мехмеда Сенаи. Она была написана по заказу крымского визира Сефера Гази Аги, который хотел восхвалять в этом произведении крымского хана Ислама Гирая, его деяния, его подвиги, его военные походы, его благородные деяния, например, по строительству фонтанов в Кезлеве, Чешмелер. И это произведение характеризует, показывает, что в свое время эти произведения писались под заказ. Если говорить о современности, много ли найдется людей, которые напишут произведения на заказ? Произведений литературных навряд ли, но музыкальные произведения у нас под заказ пишутся. Музыкальные пишутся, да, литературных нет. Это в своего рода... это как, если говорить о хронике Синай, Тарих Ислам Гирайхан, это своего рода такое пропагандистское произведение в хорошем смысле этого слова. И если говорить о сегодняшнем времени, то мало таких произведений мы найдем. Сегодняшняя, да, я больше про период Исмаила Гаспринского. Вообще, традиция написания под заказ, как вы сказали, это была распространенная практика. Кто еще баловался этими заказами, кто брал эти заказы и чему они были посвящены? То есть это восхвалительные какие-то тексты? Да, это по большей части это восхвалительные произведения панигерического характера. Они восхваляли персоны конкретных ханов, правителей, их мудрую политику, их справедливые решения, чтобы в истории память об этих правителях сохранилась для будущих поколений.
и таких произведений, ну, немалое количество, которые писались под заказ. Есть произведения, такие, носившие энциклопедический характер. Например, не просто как литературное произведение, а произведения, носившие справочный энциклопедический характер. Например, если кто-то, изучающий историю, хочет узнать, сколько было там крымских ханов в ханское время, сколько у них, чем они прославились, то создавались такие краткие истории крымских ханов, в которых каждый хан кратко расписывался о его деятельности, о его биографические данные и так далее. Такого плана. Интересно. Раньше, чтобы остаться в истории, нужно было написать целое произведение. Да. Сегодня, чтобы тебя заметили, нужно всего лишь снять секундный рилс. Да? Времена меняются. Времена меняются. Ослабление Османской империи, оно и повлекло за собой ряд других последующих событий, которые отразились на судьбе Крымского ханства и на судьбе государственности. Были внутренние интриги в политической системе верхушки Османской империи, борьба за власть. Это когда уже даже многие визири участвовали в выборе, пытались внести свою лепту в выборе правителей Крымского ханства. То есть, хотя они не имели непосредственного отношения к этому делу, но тем не менее эти интриги, эти междоусобная борьба и вот это все ослабление, оно способствовало тому, что все-таки Крымское ханство также становилось более неспособным адаптироваться к существующим реалиям. И то, что это отразилось именно в этом сочинении, все-таки оно показывает, насколько, возможно, автор сам переживал душевно вот за то, что происходило, и он хотел это донести до широких масс. До широких масс. Также написаны, например, походы крымских ханов, чапулы, так называемые набеги. Как они совершались, как готовились к этим походам, какую провизию брали с собой продукты, все запасы, чтобы хватало. Вот, например, если поход был в течение месяца, надо было месячную норму продуктов взять с собой. Это прежде всего мясо, фрукты, овощи. И вот поход расписан, как он проходил, какие мурзы участвовали в походе. Это прежде всего ширины, аргыны, барыны, вот, которые... Известные крымские рода, да, которые принимали участие в походах. И вообще строение войск, кто какое жалование получал среди войска, ну и рода войска описаны. Вы сказали про диваны. Как принимались решения? То есть у нас есть определенная, опять же, стереотипная картинка, да, о том, которая нарисована нам, в общем-то, не нашими, скажем так, учеными, изучающими объективную историю крымских татар. Да? Как там описывается? Ну, диван – это коллегиальное решение. Это не решение, как получается, не единичное, не одного человека, а решение общей группы людей, которая собиралась. Это, и главную роль, конечно, играли здесь и беи, и мурзы, самые знатные. Они высказывали свое мнение. Были оживленные вопросы, такие спорные вопросы, которые необходимо было решать. Также в диване принимали участие и Калга султан, и Нуриддин султан. И все это решение в конечном итоге закреплялось решением хана, то есть он утверждал или не утверждал это решение. И вот таким образом это происходил диван в Крымском ханстве. Ну, диван – это традиция такая, скажем, ну, вообще у нас сложилась традиция Курултая, которая еще из золотоордынских времен еще идет, которая потом трансформировалась вот в традицию дивана уже. Права ли я буду, если скажу, что вот такая вот институциональная наша история, да, родом из Золотой Орды? Естественно, да, это... Безусловно, эта традиция идет с Золотой Орды, поскольку, если так посмотреть вот на топонимию Крыма, практически каждое, большинство сел вот северной части Крыма, средней полоса, они все золотоордынские рода там участвовали в этих названиях сел, там, например, Найманы, Кияты, Кайнауты, Пчахи, Барыны, Аргыны. И это показывает, что золотоордынское наследие у нас не просто так оно появилось. У нас вот самая старейшая мечеть, которая в Старом Крыму, в Крыме находится, Узбек-хана, да, тоже свидетельствует о медресе, построенной, также и другие мечети, которые там находились, свидетельствуют, что Золотая Орда являлась важным фактором
образование Крымского ханства. Ну, я бы сказал, даже не образование, а все-таки это не новое государство, а трансформировавшееся из Золотой Орды в Крымское ханство государство. И золотоордынские традиции все сохранились в Крымском ханстве. Это и видно и в письменных традициях, в ярлыках, и в письмах, и в документах, и в литературе. А язык написания вот этих известий, он литературный, политический, он такой вот больше, скажем так, академический? В каком формате это происходит? Ну, академический, опять же, учитывая время и эпоху. Да. Ну, язык написания, он достаточно прост. И здесь нет таких прямо, скажем, такого официоза, как в документальных источниках более, скажем, дипломатического характера или других источниках, или кадиаскерских тетрадях. Здесь более язык проще, но тем не менее это все-таки османский язык. И здесь язык, здесь, литературная часть здесь также присутствует, литературная ирония, я уже говорил об этом, сатира. К примеру, там сравнивается войско Крымгерая с ковчегом Ноя. Даже так? Да. Есть некоторые сравнения. Много... Это как спасительное войско? Да, спасительное войско, да. И даже об этом отмечал вот Василий Смирнов в своем исследовании по поводу этого произведения. Язык, ну, я скажу так, не очень сложен, но достаточно понятлив, но все-таки это конструкции есть местами и сложные конструкции в языке. Угу. А много ли вот таких вот аналогий как с Новым ковчегом мы встречаем? То есть насколько события библейские, насколько события европейские вписываются вот в эти хроники, известия и так далее? Достаточно часто встречаются такие аналогии. Часто сравнивают крымских ханов с пророками, там, Сулейманом, например, вот мудрый пророк Сулейман Соломон, поскольку он принимал мудрые решения. Часто есть много таких религиозных сравнений, но я сейчас как бы вспомнить все не смогу, но есть сравнение, например, Крымских гор с горой Каф, которая вот упоминается вот в Коране, даже есть она такая гора. И есть много таких упоминаний, это сравнения, аналогии. Есть, упоминается, например, сравниваются падишахи, правители крымских ханов, с Искендером, с Александром Македонским. Ну, и другие такие моменты есть еще. Еще одна ваша работа – это монография «Хроники Мехмеда Синая». Да? Во-первых, вы ввели в научный оборот, а в нашем случае это вдвойне ценнее, потому что материалов подобного рода достаточно мало. Да? И никто не оперирует этими материалами. Во-вторых, ну, скажем так, этот текст, вы отмечали, что он такой вот литературный, да, больше. Да? Что можно немножко подробнее, да, вот об этом источнике? Ну, здесь я немножко поправку скажу, что до меня этот текст исследовали, но просто в историческом плане больше. Не в литературоведческом плане, а в историческом. Исследовали его. Хотя были и литературоведческие попытки исследования. Исследователь Кемал Усинов, Кемал Конурат, перевел это произведение в свое время на русский язык в 1998 году. Это было опубликовано, это произведение. До этого также исследовали польские исследователи Зигмунд Абрахамович, Збигнев Вуйцик, Ольгерд Курка. Они исследовали и опубликовали текст этого, польский перевод этого произведения в историческом плане. Ну, их больше интересовала историческая часть этого произведения, топонимика, которая встречалась на страницах. Также было исследование ученого украинского Ферада Туранлы, который опубликовал монографию также по этому исследованию, ну, как бы часть своей монографии, и она также примечательна. Но в моем исследовании я все-таки попытался проанализировать это произведение как литературный памятник. Все-таки он как ценен в плане художественного отображения литературы. И не случайно именно это произведение я выбрал, потому что здесь оно наглядно демонстрирует вот эту силу художественного слова, которое было в средневековом крымско-татарском обществе, в Крымском ханстве. И эта сила художественного слова, она проявляется в вот этих оборотах, метафорах, сравнениях, гиперболах, различных аллегориях, которые встречаются в этом произведении.
Однако достаточно долгое время никто так детально не анализировал литературную сторону этого произведения, и все-таки мне захотелось проанализировать это произведение как литературный памятник. Оно сохранилось, вообще это произведение впервые было упомянуто в коллекции Британского музея. В каталоге. Там краткие сведения об этом произведении было написано, содержится, и о том, что кто был переписчиком этого произведения, автором, и о чем это произведение, в какой формальной части, на какой бумаге написано и так далее. Я хочу сказать, что это произведение, оно небольшое такое по объему, скажем, где-то в пределах 80-100 страниц, но оно настолько в художественном плане сильно и грамотно построено, что это сочинение демонстрирует ту художественную литературную традицию, которая сложилась именно в Крымском ханстве, и была еще до Крымского ханства, в золотоордынскую традицию. И я думаю, оно где-то подобно произведениям османской историографии. Есть такие подобные произведения, посвященные османским султанам. Но это все-таки своеобразное, уникальное, именно крымское по своему происхождению произведение. Если говорить о специфике литературного жанра, литературной традиции мусульманской, крымско-татарской, и сравнивать ее с христианской, европейской, либо уходить дальше в мусульманский мир, да, вот все то, что мы называем Азией, да, мусульманской Азией, насколько мы отличаемся, как наша литературная традиция в этом смысле, что подсвечивает, да, что мы вобрали в себя, от чего мы отказались, например. Наша литературная традиция – это синтез литературных традиций предшествующих эпох. Если говорить, то это золотоордынская традиция, это и османская традиция, в последующем это уже и другие элементы вливались в эту традицию. Чем отличалась именно крымско-татарская литературная традиция? Это прежде всего тем, что она отражала именно картину мира Крымского ханства, реалии жизни того времени Крымского ханства. Вообще, если говорить сейчас много возникает вопросов по поводу того, что является именно крымско-татарским по происхождению произведением. Были такие тоже такие споры возникают? Да, возникают. Были такие случаи, когда было написано произведение на крымско-татарскую тематику, однако автор был не крымским татарином по происхождению. Как бывает в таких случаях. Это, например, мы можем отметить такого автора, как Ремаль Ходжа, Кайсуниса Мехмеда Недаи. Он написал произведение, посвященное панегирического характера о хане Сахиб Герае. Это строитель ханского дворца. И он также восхвалял его деяния. Но сам этот автор был происхождением... Есть разные версии, что кто-то говорит, что он был выходцем из Османской империи, территории современной Турции. Есть версия о том, что он происходил из территории Иерусалима, Куддус. Но само произведение, оно полностью отражает крымско-татарскую тематику, носит крымско-татарский дух, можно сказать, того времени. И поэтому принято это произведение включать в историю крымско-татарской литературы. Я хочу сказать, что, в общем, крымско-татарская литературная традиция, она формировалась веками. В ней есть как и устные истоки, так и письменные истоки в этой традиции. Есть ее схожесть, конечно, она по большей части схожа с турецкой традицией, османской традицией, поскольку все-таки это было единое культурное пространство, что Османская империя, что Крымское ханство. И я часто говорю, почему были произведения написаны на османском языке. Османский язык в свое время он все-таки выполнял такую роль, как наподобие современного английского. То есть он такой глобальный язык. И
его приписывать конкретно либо к Турции, либо к Крыму То есть это для тюркоязычных этносов? Для тюркоязычных этносов, да. Это сложный язык, конечно, там тюркских элементов порой бывало очень мало в языке, по большей части это арабизмы и иранизмы, иранский славофарсизм. И этот язык, он очень сложен для прочтения, но тем не менее это язык, на котором были написаны эти произведения. Давайте немного о терминологии поговорим. Пока я читала вашу монографию, я выделила 4 формата историографии: хабер, зикр, амр, хадис. И практически все эти термины в сегодняшнем нашем вокабуляре, они ассоциируются с некой религиозной практикой, с религиозной литературой и так далее. Эта практика, она характерна для всех мусульманских письменных источников? Вообще литературные традиции многие, они истоками исходили все-таки можно сказать, из Ближнего Востока. И наши и крымско-татарские традиции, это и арабский мир, это я как уже говорил, это Иран, Персия, персидские классические произведения в свое время были настолько популярны, что они читались везде, были читабельными, не только в Крыму, но и за пределы, не только во многих странах, скажем так. И поэтому вся та терминология, которая была принята в мусульманском мире, в османском мире, она все-таки была внедрена в крымско-татарскую литературу. Эти процессы были естественны, они не могли обойти стороной крымско-татарскую литературу, потому что, если вообще говорить, у нас большинство терминологий вообще литературоведческой так или иначе имеет арабское происхождение, арабскую этимологию, арабские корни. Но это не обязательно носит религиозный характер. Да, изначально это все носило религиозный характер. К примеру, хадисы. Но сейчас мы хадисы только в контексте Хурана вспоминаем, да? Хадисы в контексте Хурана. Но если говорить об этимологии, хадис, это же этимология. Что означает слово хадис? Это событие, происшествие, событие. Какое-то событие. И хадисы, а во множественном числе хавадис уже происходит. Это много событий. Такие жанры были, как вахья наме, я уже говорил, это тоже событие, сводка событий, это тоже ахбар, извещения, тарих-таварих. Были произведения компилятивным характером меджмуа, то есть это своего рода собрания, сборники произведений. То есть это вся терминология, она была принята в мусульманском мире, она была в Османской империи, и она как-то касалась... Зикр и амр – это что? Зикр, изначально, да, это поминание Аллаха в религиозном смысле. Уже в литературном плане, это уже в суфийской литературе встречаются такие произведения. Если говорить о крымско-татарских литературных произведениях, то были такие крымско-татарские молитвенники, молитвенные книжки, то есть это там, где были собраны молитвы, дуалар. Но это не были дуалар в привычном смысле слова, который мы сейчас знаем. Это были как бы... Юзбардуа, да? Да. Это были дуалар, более, так скажем, обрамленные в художественном плане, обращение к Богу. Оно не обязательно было на арабском языке, оно могло и звучать в тюркском звучании, так сказать. Такие молитвенники сохранились, кстати говоря, в Литве, литовских татар, в Польше у польских татар они тоже есть, у волынских татар там есть такие молитвенники, и это зикр, поминание. Тоже как разновидность в литературном плане, разновидность литературы. Амр? Амр – это произведение, где определенные указы, издавались указы, правительственные указы. Там в этом плане. Понятно. Еще одна особенность нашей истории – это вассалитет. То есть современные, в общем-то, нарративы исторические, или, может быть, даже стереотипы, даже, наверное, их так правильнее будет назвать, в отношении Крыма, чаще всего говорят о таком периферийном статусе крымского ханства. И либо мы были крымским юртом Золотой Орды, либо это вассалитет с Османской империей,
империи, дальше Российская империя. Насколько здесь, в общем-то, очень много, насколько это стереотипная история, то есть как складывались отношения центра и Крыма, да, то есть в разные времена? Ну, да, действительно, хотя и в литературе принято использовать термин «вассалитет», все-таки я не совсем согласен с этим термином, понятием в отношении Крымского ханства, поскольку вассалитет – это все-таки, если изначально говорить о вассалитете, это взаимоотношения между субъектами, где есть вышестоящие по статусу и нижестоящие. То есть вассалы, как в феодальном обществе, это есть вассалы, есть крестьяне. Но если говорить об государственных отношениях, вассалитет, Крымское ханство, я думаю, все-таки это миф о вассалитете, поскольку как такового вассальных взаимоотношений у Крымского ханства между Османской империей не было. Да, была зависимость определенная, основанная на религиозных основах, вот это на принципе халифата, где главный был османский халиф, и крымский хан подчинялся. Ну, к примеру, если мы говорим вот о столице крымских ханов, Бахчисарае, ведь там же в самом Бахчисарае, в ханском дворце, не была представлена османская администрация. Османская администрация в Крыму была представлена на южном берегу Крыма. Это в основном южный берег Крыма, это Кефе, Кезлев, ну, частично там Мангуб, побережье, точнее, да, побережье. В плане культурном все-таки, да, османское влияние было. Это уже, как я говорил, это и литература, и язык, это и традиции османские. Но, тем не менее, это к вассалитету все-таки это не имеет никакого отношения, я думаю. Это все-таки мифы, стереотипы, как вы уже говорили. И поэтому вассальных взаимоотношений не было. И даже если говорить об исторических документах, есть свидетельства, которые говорят о том, что крымские ханы вели свою политику независимо от Османской империи, порой имели свою четкую линию и даже отступали в некоторых моментах от приказов османских султанов идти в некоторые походы. Например, в иранский поход они отправляли часто крымских ханов, и они действовали самостоятельно. Даже в плане Крымское ханство в геополитическом плане играло роль такого, скажем так, самостоятельного субъекта, который находился не на периферии, все-таки он имел где-то равные отношения, где-то подчиненный, зависимый, но не было абсолютного подчинения. Опять же, возвращаясь к вопросу о нарративе про центр и периферию, Крым тут позиционируется вот в этом конкретном произведении. Как он позиционируется? Как наследник Золотой Орды, как периферия? То есть в каком статусе в данном случае фигурирует Крымское ханство? Ну, как наследник Золотой Орды он позиционирует, потому что опять-таки здесь употребляется много таких выражений, даже фигуральных, скажем. Когда говорят об Бахчисарае, автор говорит, что это престол Чингизов трон. То есть Тахдгах и Хавакин и Чингизиян. То есть это престол хаканов, правителей Чингизового рода. Ну, то есть это напрямую указывает, что все-таки гераи были наследниками по происхождению от Чингисхана и далее шедших золотоордынских ханов. Даже в этом произведении приведено родословное ислам герая, которая ведет аж напрямую к Чингисхану. То есть это как бы многие могут с этим поспорить. Есть мнение, что крымские ханы не имели отношения к Чингисхану, но все-таки это факт, который указывается. Не, ну это, я не знаю, есть ли смысл об этом спорить, потому что, извините, герайская линия, так сказать, она точно родом из Золотой Орды. И здесь, знаете, что может триггерить многих? Вопрос в том, что, опять же, возвращаясь к стереотипам и нарративам, да, которые навязаны советской историографией в том числе, да, и вот этот вот негативный шлейф золотоордынский, который тянется, скажем так, да, за этой историей, и абсолютно
отсутствующий средиземноморский, скажем так, северный элемент нашего происхождения. То есть, мне кажется, вот непропорционально. То есть нас привязывают к истории, которая, ну, скажем так, не имеет длинных и долгих корней в истории Крыма, и абсолютно упускается та часть истории, которая связана со всеми теми племенами, которые в итоге тот самый плавильный котел и составили. Ну да, это проблема этногенеза, которая достаточно актуальна на сегодняшний день. Очень актуально, да, и мы балансируем вот в этих... И здесь одними хрониками историческими не ограничишься в этом плане, поэтому здесь... Не только историческими. Не только произведениями периода Крымского ханства, все-таки не только на это надо опираться. Этногенез – это такое явление, которое надо изучать, исследуя материальную культуру, не только, я имею в виду письменную культуру, но и вообще какие-то орудия быт, труда, там, я не знаю, исследовать археологические раскопки, они тоже показывают этногенез. Ну, я как бы в эту сферу особо не погружаюсь. Да, я надеюсь, у нас получится взять интервью у ваших коллег, которые занимаются раскопками. Да, я все-таки надеюсь, что получится, что у нас состоится такой разговор. И он немаловажный, потому что у нас до сих пор не закрыт этот гештальт, да, по собственной истории. Мы хотя и сетуем на то, что у нас очень много стереотипов по поводу нашего этногенеза, но и для нас наша история, она как бы не во всех ее пунктах и элементах легализована, скажем так, или легитимна, даже так правильно будет. Опять же, возвращаясь к центру периферии, да, Рифат Бей, насколько, скажем так, широки были дипломатические связи Крымского ханства? Ну, поскольку Крымское ханство располагалось достаточно выгодно в географическом плане, это Восточная Европа. Вообще мы знаем, что Крым – это такой регион, где на евразийском пространстве, который объединил в себе многие моменты, и в геополитическом плане Крымское ханство здесь как бы являлось важным субъектом. Крымское ханство играло важную роль в этом плане. Были контакты со многими европейскими державами, с Данией. Вот, кстати говоря, я опубликовал серию публикаций по поводу переписки Крымского ханства с датскими монархами, королями. И им даже писали письма не только сами крымские ханы, а также их жены отправляли письма. И в этих письмах практически во всех единой нитью происходит одна идея о том, что необходимо устанавливать дружественные контакты и отношения с Данией. В частности, с Данией. Да, между обоими государствами. В частности, с Данией. И эта геополитическая роль, она была очень важна для Крымского ханства, поскольку Европа, она была в объективе, как скажем так, крымских правителей. И они не только имели контакты с восточными правителями, но также с европейскими лидерами. И я хочу сказать, что вот особенно это отразилось, вот мы уже говорили, что 18 век, где-то вторая половина 18 века, уже как бы более тесно эти контакты намечаются. Если ранее так как бы мы их не особо не проявлялись, эти контакты, то уже в последующем мы уже видим, что эти контакты были. И даже вот я хочу сказать, что вот многие ханы, которые отправляли письма к датским королям, они использовали такую игру слов, скажем так. Они, обращаясь к монархам, они говорили, что вместо Дании Акхрала, датский король, они говорили Дунья Акхрала. Даже немножко как бы льстили им, скажем так, в этом плане. И вот в таком плане я хочу сказать, что это... Эти документы как-то отражают, какие ожидания были у Крымского ханства, тех ханов, которые вели переписку от Европы? То есть почему Европа была им интересна? Почему Запад был интересен? Почему Швеция, Дания и не только? В связи с тем, что ситуация геополитическая менялась, угроза со стороны восточных соседей, скажем так, это были частые, например,
Конфликты? Конфликты, да. Вот донские казаки тревожили границы Крымского ханства, калмыки были, которые часто совершали набеги на Крымское ханство, и поэтому приходилось как бы искать союзников уже в другой как бы стороне, и поэтому крымские ханы как бы искали союзников, чтобы решить эти вопросы. И часто происходили процессы разграничения, демаркации границ. Границы менялись Крымского ханства из-за вот этих набегов, из-за вот этих частых ситуаций. Да, у вас несколько публикаций, да, на еще одну тему, точнее, да, этноним «Крымские татары», «Харэмлэ», то есть наша вечная история. Не хочу глубоко погружаться в эту тему, это абсолютно отдельный разговор, который у нас, в общем-то, ну, он достаточно эмоционален, да, те дискуссии, которые ведутся, они больше эмоциональные, чем рациональные. Вы написали несколько статей на эту тему, ваша позиция очевидна, этноним «Крымские татары», вы занимаете эту позицию. Я о другом. Не кажется ли вам, что вот эти все неразберихи исторические, да, этот Восток-Запад, это непонимание и незнание части своей истории, да, а только каких-то важных ее элементов, и заводит нас в тупик с точки зрения выбора, кто мы, да, и даже не выбора, а осознания, кто мы, с одной стороны, а с другой стороны мы переживаем этап выбора вот этих позиций. То есть из тех эмоций, которые я наблюдаю, я понимаю, что крымские татары, этноним «Крымские татары» очень часто связывают вот с той негативным шлейфом Золотой Орды, а Харэмлы как нечто новое, лишенное всех этих нарративов, ярлыков, которые навешаны. У вас нет такого ощущения? Есть. Я думаю, да, это вполне справедливое мнение, поскольку, да, все происходит от незнания своей собственной истории, поэтому мы мало изучаем свою историю, мало исследуем, хотя источники сейчас все доступны. Больше доступности, да. Больше доступности. И даже вот в плане этнонима, да, и мы не хотим признавать некоторые очевидные вещи, что все-таки что было, не хочет, ну я не говорю о всех, часть нашего общества не хочет признавать то, что было, а хочет создать что-то новое. Например, это в плане этнонима, я говорю. Ведь то, что написано, как говорится, пером, то не вырубишь топором. В истории же это есть. В истории везде, как бы, в плане этнонима источники нам говорят об этнонимах, о том, как мы сами себя называли. Да, может быть, кому-то это не нравится. Режет ухо? Да, кому-то, может быть, режет ухо. Но, как бы, нужно смириться с этим, я думаю. Поэтому, да, конечно, я не против и в плане этнонима, и не самоназвания, а варианта самоопределения себя как Харэмлэ. Самоназвание это как-то сильно громко будет звучать. А самоопределение как Харэмлэ, как житель Крыма, как крымец, как говорят сейчас, как географическое определение. Да, это вполне уместно, и в принципе можно использовать и это определение. Но все-таки, да, в плане истории надо все равно опираться на исторические источники. У нас есть некоторые, я скажу так, комплексы, что ли, наверное, что многие из нас боятся, есть страхи признать то, что мы принадлежим к тюркской общине, к общетюркскому этносу, как скажем так. Что да, мы сформировались в Крыму, да, у нас здесь есть различные этносы, но мы все-таки, вот эта тюркская основа наша, она стала вот этим стержнем, вот этим импульсом, фундаментом, да, который и сформировал нашу нацию. И не только тюркская, я бы еще хотел здесь подметить, но и ислам, мусульманская. Религия, она вот это связующий момент, который определил нас как нация, сделал нас политической нацией, субъектным народом.
И поэтому надо и об этом говорить, я думаю. Чехсаус, Рифат Бей. Я надеюсь, это не последний наш разговор, иншаллах. Я надеюсь, что вы порадуете нас еще какими-то открытиями, переводами и анализом наших письменных памятников, в первую очередь, потому что это ценность, которую точно не вырубишь топором. Ну да. Чехсаус. Саунс.